Вот, значит, это у нас, вот я Леониду рассказываю, значит, у нас формат такой, что в начале занятий я провожу какие-то маленькие такие исторические экскурсы. Вот эта вот штука, шмой с дворем, да, это первый в истории словарь четырехязычный. Идиш, значит, древнееврейский, латынь, немецкий идиш. Сделан он был, значит, выпущен в 1542 году, то есть вот уже тогда такая вещь появилась, словарь идиша. Диалект там, конечно, своеобразный, он больше немецкий, а главный автор никто иной, как Илья Бохер, он же Илья Левита. Кто мне расскажет, кто это был такой, кто знает, кому это имя знакомо. Вот, может быть, Ольга знает. Или Леонид. Нет, вот, к сожалению, первый раз слышу об Илье Бохере. Значит, это автор некогда всем известного бестселлера «Бова Бух», написанного тоже в XVI веке. «Бова Бух» – это переложение истории о рыцаре Королевича. Бове Королевиче, которая в русском языке по-русски тоже существует, повесть о Бове Королевиче, но у Левиты это стихотворный роман, написанный римской октавой замечательный. То есть вот этот вот автор, написавший также интересные стихи, сатирические стихи на идише. И, кстати, в сатирических стихах у него идиш гораздо более похож на современный язык, то есть у него было несколько стилевых регистров еще тогда, в начале XVI века, когда он писал рыцарский роман, у него такой вот язык возвышенный, напоминающий немецкие рыцарские романы, а когда он писал сатиру в адрес некоего критика, значит, который его презирал, он ему написал такую жесткую сатиру, там вполне такой разговорный, в общем, язык. Этот автор путешествовал много по Италии и Германии, жил около 10 лет в доме кардинала Антонио де Витербо, который изучал кабалу, и вот этот значит, Левита его обучал кабале, обучал кардинала, то есть как, в общем, это противоречит тому стереотипу, который мы можем прочитать, что вот вся история, еврейская история были сплошь какие-то, в общем, какой-то негатив. Нет, вот в Италии, где-то в некоторых местах Баварии, в Риме, этот человек, в общем, дружил с кардиналами, дружил с автором этой книги, немецким гуманистом Паулем Фагиусом, который отвечал за латинскую часть. Вот мы сейчас посмотрим следующую страницу. Попробуем ее перевернуть. Так. Вот я еще не понял, как в этом телемосте переворачивают страницы по-нормальному. То есть мне их расскажут переворачивать. Ну, то есть вот такой вот древний, смотрите, древний словарь. Сам видно его, да? Да, видно. 4 языка. Идиш там, в общем, онемеченный, не такой, на котором разговаривали реально. Обратите внимание на, извиняюсь, не очень приличное слово, которое по-латински написано «анус», по-немецки «арш». На идише, значит, тоже написано «арш», а на якобы древнееврейском «тохос». То есть, на самом деле, мы понимаем, что автор Левита, он говорил, конечно, в жизни «тохос». Но, будучи, в общем, филологом, человеком талантливым, знавшим несколько языков, он его отнес в регистр древнееврейского, хотя так не говорят по-древнееврейски слово семитского происхождения, но в таком смысле употребляется только выпущено. То есть, в общем, если внимательно эту книжку рассмотреть, там есть много интересной информации о том, как люди говорили в первой половине XVI века. Ну, такая вот забавная вещь. Теперь мы уже переходим к более современному
к современным текстам, и на сей раз мы попробуем почитать текст советский. Советский, очень известный. Это роман Лурье «Гиммел «Небо и земля». Может быть, Ольга слышала об этом авторе? Нет, вот для меня это все новые имена. Значит, его Здорово. называли еврейским Шолоховым, у него тематика, в общем, вся посвящена еврейским сельскохозяйственным колониям Новороссии. То есть там у него Новый Златополь в центре и другие места, которые вот, был Сталиндорфский совхоз. И события там, в общем, происходят, вот то, что мы в этом романе происходит в начале войны. Там, значит, коллизия между евреями и, собственно говоря, местными немцами, которые ни в чем не были виноваты, но как бы люди их ассоциировали, понятно, с кем. То есть там, в общем, социально очень интересная коллизия описана. Написано шикарным языком, а при этом орфография советская. И вот сегодня мы попробуем разобрать, чем отличается советская орфография от стандартной орфографии ИВА. Ну вот гость нам почитает. Это я, Мария. Да я понял, да, конечно, Мария, давайте читайте. Arum nine Zeiger in Ovent, wenn Schot sich verändigt, die Beratung von die fortgeschrittene Brigadieren von Холей-Полер район. Район. Из Шефтель Кабилец. Шефтел Кабилец, но это имя человека. Шефтел Кабилец. Инайнем митен. Инейнем митен Томлдикен Ойлем Аройс Этвос ин Увгерудертер фунем Найдикен, Най Озгебойтен Культурхойс. Вот, здесь смотрите, значит, во-первых, вот в этом абзаце всего лишь одно слово семитского происхождения пишется фонетически, как было принято в Советском Союзе, это слово «ойлом». Если бы мы читали текст, написанный где-то на Западе, то оно было бы прописано как «айн, вов, ламет, мем», да? Не фонетически. А здесь оно фонетически прописано «ойлом». Так писали в советских изданиях. Книга эта 65-го года, она у меня где-то тут на полке есть, собственно говоря, ну, потом, может быть, я покажу, если сразу попадется, то... Нет, сразу не попадется, но вдруг другой раз покажу. Значит, книга очень известная, была популярная. Автор был, в общем, советским классиком, и не только советским, писал прекрасно. Переводим, вот попробуем перевести. Мария переведет. Около 9 часов вечера, когда закончилось собрание каких-то бригад продвинутых бригадиров или бригадиров какого-то района. Вот что такое
продвинутых какого-то, гуляй польского ну, как, района, гуляй польского района, тех самых мест, Хулайпольского района, тех самых мест, которые у нас Шефтель, ассоциируются с Батькой Махно. Шефтель кабинет, так, Шеффилд и Белец, ну вот некий человек, да, вместе с иным, вместе Томаль Дикон, вот так, вместе с взволнованным народом, да, вместе с взволнованным народом, так, это что-то, вышел немножко, а вышел немножко, Арос, я напоминаю, а, значит, мы можем подпускать и в прошедшем и будущем времени глаголы направления. То есть Арось, из недавно выстроенного Дома культуры. вот, да, то есть смотрите, текст совершенно советский, написано на идише. То есть, в общем, нам все знакомо и понятно здесь. Дальше пускай Ольга попытается почитать. Второй абзац, да? Да. Ага. Так, ну, сразу прошу прощения за ошибки. Так, Эйнем, Угу. Б, так, Блу, Блойлехен. Блойлэхэм. Это голубой, да, или бледно-голубой, что Голубоватым. Значит, вот этот голубоватый. лех Мгм. – это диминутивный суффикс прилагательных, который соответствует русскому синеватый, голубоватый, то есть вот этот вот суффикс ваты, хотя на идише есть и суффикс ваты, то есть блоевате сказать можно, но стиль немножко другой получается, блоевате это как так очень по-народному. Блойлах совершенно стандартный литературный, значит, как Мгм. по-английски было, например, bluish, то есть голубоватый. Ага. Ага. Так, Дройсен, наверное, да? Дройсен. Дройсен. Дройсен в Э, данном случае, смотрите, это очень интересное слово. В принципе, Дройсон это наречие, да, снаружи. Но в мгм. данном случае оно субстантивируется, что в идише даже часто встречается. То есть, например, слово «арум», вот самое первое в этой книге, слово «арум», которое означает «около», да, «около» или «вокруг», можно субстантивировать. То есть есть существительное «арум», «дер арум» – это окружение. А здесь, соответственно, Дройсон буквально в голубоватом снаружи, то есть в голубоватом обстановке вокруг этого дома культуры, да. Мгм. Так, ход, geotmt, mit флис, Фришкайт, фришкайт. фришкайт, Значит, фришкайт. тут интересный момент, такая есть вот деталь. Дело в том, что в некоторых диалектах идиша суффикс «кейт» произносят как «кейт», то есть суффикс, который превращает прилагательные в существительные, да, такой стандартный практически. Мгм. Для всех прилагательных. В некоторых он кейт, в некоторых он кайт. Произносится реально, ну, где так, где так. Соответственно, в клаусшпрахе, то есть в ИВА стандарте, он кейт, пишется кейт, и если мы стихи пишем, желательно рифмовать кейт с кейт, а в советском это он кайт. То есть идиш кайт на самом деле в украинском идиш это идиш кейт, и в молдавском они кайт. А вот в литовском, польском, венгерском кайт. В советском идише было принято писать как кайт. Скажите, пожалуйста, а по стандарту ИВА, неважно какой диалект, Кейт. всегда будет кейт? Всегда кейт пишется всегда так, даже если там рифма получается не точно, если это ну, не критично, люди поймут, что там рифма диалектная, то есть если, допустим, вот мы видим, что написано фриш-кейт, а рифмуется оно с каким-нибудь зайт, да, будьте. Но мы понимаем, что это рифма диалектная.
Если наоборот, то мы понимаем, то есть фришгейт рифмуется со словом гейт, ну, значит, там, соответственно, автор произношение такое. То есть, в общем, Я спрашиваю из-за транслитерации в записях. То боевые... есть мне в записях всегда Кейт писать, да? Да, да, да. Ну, Спасибо. дальше читаем, Ольга. Так, значит, получается, все, вот эта голубизна снаружи дышала свежестью, да? Следующее. Мгм. Мгм. Так, die Brigadieren sehen, Зайнен, die Brigadiere seien sich, зих. äh, Вот на sich, забываем еще раз по «щ». Это не немецкий. sich Да. Более ziemlich того, если это глагольная возвратная частица, мы ее слепляем, она реально звучит слитным глаголом, то есть не надо вот акцентировать «зих». Бригадиром, занензах, ага, как бы как «ся», как русская «ся». так, seinen sich zugangen, Цыганген, zugangen über der, äh, так, us, ойс, uns брукиртер, Брукиртер. Ага. Э, так, газ. гад. Ага. Это мощеная улица, наверное, Да, да? Вы Мощеная улица, совершенно верно. Значит, бригадиры мощеная. разошлись. Ага. Бригадиры разошлись по вот Приставка этой «ц», мощенной «ц» соответствует, как правило, русской приставке «раз», то есть, например, улице. рассмеялись «целаханзах», разбежались, разбежаться «целойфанзах», разойтись «цегейнзах», в данном случае в прошедшее время «цыгангензах», то есть разошлись по мощеной улице. Так, where zum гер... Так, геремт, Да, наверное. мне самому плохо видно. Геремен. Герамен. Герамен. Герамен – это просторный. Ага, ага. Так, where zum Geramen, так, Кулвиртишин, наверное, да? Да. Кулвиртишин. Так, ай, так, Айнфор. фор, Айнфор. айнфор, Хойф. фойф. Да, Мгм. значит, тут вот кто-то может мне подсказать, может быть, как раз Ольга подскажет. Значит, калверт – это колхоз. Слово Мгм. очень часто встречается в советской литературе. Мгм. Сокращение от коллектива «Виртшафт», то есть коллективное хозяйство, собственно, колхоз. Мгм. Сплошь и рядом встречается в советской литературе. И в американской тоже, если мы читаем про Советский Союз, там она будет. И в современном даже там газете «Форвардс» американской, если речь идет о советских реалиях, мы прочитаем слово «калвирт», она известное слово. Значит, кто из тех, кто разошелся там из бригадиров, значит, кто к простому, к поздному. Айнфорхойс – это буквально въездной двор. Как по-русски такое место в колхозе называется, я не знаю, честно говоря. То есть место для, грубо говоря, парковки телег и прочих. А не постоялый двор? Это Это не постоялый двор, это другая реальность уже советская, это не постоялый двор. Это, значит, въезд, двор для въезда, куда съезжались там всякие телеги, фуры и так далее. То есть вот откуда загружались, видимо, там зерно загружалось. То есть это такой вот как бы вот парковка, колхозная парковка сегодня, мы так скажем. Мгм. Дальше, а может быть, вот Леонид попробует дальше почитать.
Так, сейчас. Значит, Einverhof. Хой, Ähm, да, хой. Мы- Einverhof. Was hat sich gefunden? Gefunden. м, gefunden? Offen. Ja, Affen. offen. Мгм. Same. Da. Рог. Do. Рог. Rog. Leben. Lab, значит, мы произносим, я уже тут говорил, что на практике, когда слово, слогообразующее N идет после B или P, она превращается, она звучит как M, то есть мы читаем lab. Mhm. Leben. Kino. Theater. Кинотеатр. Mhm. Wer. Äh, wer zu. Wer zu Bakante äh, auf А die der Beike, Дербайке. der Дербайке. Beike Gassen. Гадсон. Ну, попробуйте перевести. Да. То есть там было, кто там пошел туда-то, кто сюда-то, Да, кто туда, здесь, сюда, значит, а тут мы... здесь кто? Нет, тут описание этого самого вот как бы парковки колхозной. Понял. Вот, которая, да. То есть вот этот вот этот двор, который находился на... Вот что такое Это на на самом углу. Обращаемся на той же самой улице. на Точно. самом углу около кинотеатра. Значит, рог это пересечение улиц, это перекресток. То есть в каком-то самом углу колхоза рядом с кинотеатром. То есть представляем себе колхоз, где где-то, значит, там есть какая-то культурная инфраструктура, при въезде, вот въезд туда и рядом кинотеатр. Значит, и вот там происходит событие. А лебом в данном случае означает рядом? Рядом, значит, рядом. А это, конечно, амоним слова «жизнь». Это амоним слова «жизнь», но в данном случае это означает рядом. Лебом. Рядом с кинотеатром. В принципе, тут можно сказать с определенным артиклем, поскольку, в общем, это определенное место было, то есть можно это сказать Лебен кинотеатр, но артикль можно и опустить. Самое слово славянского происхождения означает буквально вот у самого, то есть у самого, там, афон самое рог. Кстати, обратите внимание, что в советском идише предлог афон, он всегда так и писался, как произносится, не ойфен. Ойфен мы не читаем, как я уже говорил, ни в одном диалекте нет ойфен, хотя так пишется, а в советском идише, как оно читается, так и писалось, афон. Значит, на самом углу или перекрестке возле кинотеатра. Дальше. Значит, кто-то... Ну, кто там, да, некоторые. Да, следующее, кто, да. К известному. Или знакомому. Знакомому. Сейчас, секунду. Дербайке. Прилежащим улицам. Ну да, значит, я тут объясняю тоже грамматически интересная конструкция из той же серии, что, в общем, как можно субстантивировать многие слова и даже предлоги в идише, так можно их превращать в прилагательные путем суффикса «ик» или «дик», который, значит, в данном случае есть у нас предлог «дербай». Да? «Дербай» – это рядом.
Значит, добавляем суффикс «ике», «дербай-ике», получаем прилагательное близлежащим, рядом находящимся. Другие примеры я приведу, например, «ибер», «через», это может быть «ибер» еще и «более чем», «ибереке», «лишнее». Другой пример. Арум. Вот арум. Первое слово у нас в этом тексте. Арумики окружающие. Таких примеров довольно много. То есть вот суффикс ик или дик в некоторых случаях, он в общем превращает довольно-таки абстрактный суффикс, который превращает много чего, то есть даже предлоги может превращаться в прилагательные. То есть близлежащим улицам. Ну, попробуйте еще почитать, Леонид. А вот все-таки, кто-то пошел, значит, на к. Ну, по то есть, каким-то то есть знакомым близлежащим улицам пошел гулять. Окей. Ясно. А, следующее. Ву, там ву это или во? Это ву, Угу. Ву из... ин, Извините. Wo in die Größe Kieler койфен, seinen гештанен, gestanden. Mhm. Sehr Wegener, вегенер, sehr Wegener. вегенер, Mhm. Leichte, лайхте, эл мы не leicht. смягчаем, в отличие Да, от понял. немецкого. Mhm. Leichte Bedargam. Бедаркис или Бедар, бедаркис, вот может быть Ольга подскажет, что это такое. Это какие-то телеги какие-то специфические. Бедаркис. Бедаркис или бедаркис это что? Это украинское какое-то слово. Тут в украинском ничего похожего нет. Вот сразу я узнала рог, по-украински рих, это перекресток улиц. Это чувствуется украинское слово рих, кривый рих, вот это вот Ага, да. оттуда же. А А беда? здесь ничего не вспоминается. Вот тут бедаркис, лайхта бедаркис африсорен. То есть какие-то, в общем, повозки на рессорах. Бедаркис. Апрессорен. Да, до этого, значит, Он. я переведу Вундегройса Киле Хойфен, где в больших прохладных, кил это прохладный, да, однокоренное с английским cool, если кто ассоциирует немножко английский с English. Значит, где в прохладных больших дворах стояли их телеги, вагонер, множественное число от вогон, то есть от телеги. Есть два варианта, воганс или вагонер, допустимо в литературном языке то и другое. Но в диалектах кто говорит так, кто говорит сяк, значит, воганс, вагонер, оба варианта множественного числа допустимы, где стояли их телеги. Легкие, это описание телег, собственно говоря, как они выглядели. Это были легкие бедарки на рессорах. Ну вот надо будет смотреть, что такое бедарки. Это может быть какой-то специфический, кстати, вот украинский диалект даже. Да, я вспомнила, есть это слово, оно мне попадалось, но оно попадалось из лексикона приазовских греков. Это легкая повозка. Думаю, где-то я... Вот, приазовские греки. А тут как раз мы читаем о Гуляйполе, в общем, о Малороссии, то есть, видимо, это вот... Да? Это Да, да. греческое, Может быть, и греческое. греческое. Да, в общем, ну вот, да. Замечательно. Унойс гизотл теферт. Это я уже прочитаю, наверное, трудно кому-то будет прочитать. Догадайтесь, что это такое. Ойс гизотл теферт.
Распоряженные. Распряженные, да, значит, расседлованные. Зотол — это седло, распряженные лошади. Дальше вот Ой, Мария, Зотол. может быть, почитает. Велха. Кто сейчас читает? Мария. Auf welche sie seinen sich zu gefahren? Ахер. Ахер? Ахер. Хер. На которых они приехали сюда. Съехали. Цуной гефорен. Цуной Въехали сюда. Цунойф — это значит с такой глагольная приставка, которая по-русски трудно перевести, то есть да, сбежались, ехались, в смысле как бы вместе что-то произошло. Ага. Цунойф Куман вместе собрались, Цунойф Лофан сбежались, Цунойф. Угу. Ну, отсюда вот составители Цунойф Гештельт составить. Цунойф Собрать вместе. Составитель. Да. Цунойф Штайлер составитель, да, совершенно верно. Кейн Холей Фолия. Гуляй поле, гуляй. В этот город. Да. Ну, или это местечко. Холей Фолия. Гуляй Фонди Нойнте он Вайт Фанандер Гевортене. Вот тут, Так. смотрите, мы встречаем еще одну интересную Кольвертен. приставку, глагольную приставку фанандер, смысл которой прямо противоположный цуной. Это значит распространенные, то есть разброшенные. Ворфен, да, геворфена, фанандер, геворфена. Далеко, разброшенные. Дальше. Кольвертен фоном район. Колхозы района. Да, то есть на самом деле, если мы посмотрим вот эту карту сельскохозяйственных еврейских колоний в Малороссии, которые в советское время стали колхозами, потом объединились в совхозы, посмотрим советские фильмы, вот этот текст, почему, собственно, он мне нравится, очень хорошо можно представить вообще, что там творится, то есть это все как-то соответствует, в общем, видеоряду, который нам может быть знаком по кино. То есть, в общем, это все вот, вот, в общем, так, и богат всякими разными оборотами, которые, опять же, понять легко, потому что, с одной стороны, они абсолютно грамотные с точки зрения идиша, с другой стороны, у Нота Лурье как-то, в общем, они так меня... Алло, да. Да, только что-то запускать. Алло, да. да, только что-то запускается демонстрация экрана. Нет, значит, видимо, какой-то... Вы переходите... Да, только что-то запускается демонстрация экрана. Нет, значит, видимо, какой-то... Вы переходите к новой странице. Глюк какой-то. Глюк какой-то, значит, смотрите. А можно я еще скажу пару слов? Значит, этого автора я описала полностью. Все, что есть в Ленинке этого автора, можно найти, посмотреть в электронном каталоге РСЛ. Ну, Российская государственная библиотека имени Ленина. Угу. А если кто-то захочет, допустим, эту книгу себе купить, то в издательстве «Книжники» есть несколько дубликатов, а руководство разрешило дубликаты продавать там 900 с чем-то рублей, ну типа 1000 рублей за книгу. То есть, насколько я помню, вот эта книга у нас есть в нескольких экземплярах, поэтому ее можно купить там, условно говоря, за 1000 рублей в книжниках. Я попробую. Но для этого надо в книжники приехать. Ну, потому что дубликаты стоят не в магазине, а в другом месте. Сходу не нахожу, но, в общем, с этой книжкой у меня связана история, такая забавная история.
значит, на тему того, как некоторые люди, которые, в общем, идиш знают в какой-то мере, думают почему-то, вот у них ментальный такой блок, что не знают. Мне доводилось в 2003 примерно году стоять в гигантской очереди за разрешением на работу в Нью-Йорке, которая стояла с 3 часов дня до 9 утра следующего дня, буквально длиной в километры, вокруг Ого. Федора Плаза. Потом, наконец, додумались там через пару лет, что можно ведь заранее записывать людей. Тогда была живая очередь, совершенно дикая. Дикая, люди стояли, вот, ну, сутки фактически стояли, один раз я даже не успел. Пришлось еще раз стоять. Короче говоря, ну вот ночью стоим. Там какая-то дама лет 40 из Винницы. А я читаю вот эту книжку как раз, Нота Лурье. Она смотрит, спрашивает, это идиш. Я говорю, да, это идиш. Она говорит, она не знает совсем идиш, но в Ульпане она букву выучила. И ей там скучно, мы стояли всю ночь. В общем, короче говоря, она берет эту книжку, начинает читать и говорят, слушайте, а вот голосовка, которая камац, ей кажется, что это у. А почему? Я говорю, ну потому что в украинском речи она, как правило, у действительно. Вуз. Вуз, она говорит, да, вот как интересно. И, в общем, где-то через час от скуки она начинает читать. И смело читает, и все понимает. Я с ней пытаюсь разговаривать, опять же, с украинским акцентом, видишь, она понимает и отвечает. То есть, вот ей казалось, что она ничего не знает. А на самом деле знает. То есть, вот такая у меня была история, связанная с вот этой. Ну, может, она выросла в окружении таком и Она слышала, выросла в как окружении. люди говорят. Она выросла в окружении, значит, как выяснилось. И дома у нее, в общем, слышен был идиш. У нее на слуху все это было. Просто она букв не знала. Читать она не умела. Она научилась читать в Израиле в Ульпане. Букву как научилась читать. Но язык она, в общем-то, знает. То есть в голове у нее есть. И он сразу вспомнился. То есть вот таких примеров я встречал, в общем, немало. Это интересно, такое не надо. Вот, теперь мы с вами почитаем. Я опять попробую переключиться. Этот роман мы еще в следующий раз почитаем. Может быть, еще раз вернемся к Шолом Алейхему. Может быть, почитаем еще Нота Лурье. Это прекрасный автор. И один из таких вот четких и понятных в общем, для человека, выросшего в Советском Союзе. Ну, мы видим просто, ну вот... А скажите, пожалуйста, Да. как имя автора и название этого романа? Химулон Эрт. Небо и земля. Автор Ноте Лурье. Я потом закину в нашем телеграм-канале ссылку. Скачать книгу можно в книгоцентре, который находится в городе Амхерст в Америке. Наверное, все знают про него. Это очень такой знатный, важный центр сбора, огромный там, значит, сбора книг на идише. У них сотни уже тысяч книг собраны, оцифрованы больше 10 тысяч. С советскими изданиями до сих пор, в общем, у них много пробелов, но эта книга есть, ее можно скачать. Так, что у нас со страницами? Опять же, значит, смотрите, у нас, поскольку и состав участников меняется иногда, и тематика, кому нравится одно, кому нравится другое. Если есть какие-то вопросы и пожелания, пожалуйста, пишите. С удовольствием их рассмотрим. То есть, значит, мой подход, он немножко неформальный. Я стараюсь подходить как-то интегрально вообще к изучению идиша, чтобы было немножко истории и литературы, и разные тексты, разные как бы совсем авторы. Вот, от группы идиш с нуля я этим больше не занимаюсь, потому что, в общем, мне как бы нравится... Я занимаюсь идишем
не с нуля, как правило. То есть, если кому там совсем с нуля, никто не знает там ни слова ни по-немецки, ни по-английски даже, ни букв не знает. То есть, извиняюсь, тогда пускай кто-нибудь другой занимается. У нас вот в данном случае собралась группа тех, кто вполне читает. Вот, тут я вам расскажу про прекрасного поэта Аарона Цейтлина. Аарона Цейтлина, сына мистика и философа Хиллела Цейтлина, трагически погибшего, то ли где-то, значит, по дороге в Треблинку был расстрелян, то ли прямо его там в гетто расстреляли, в Беларуси, я сейчас хоть не вспомню где. Хиллел Цейтлин был не менее интересный философ, при этом религиозный, традиционно религиозный человек, отец вот этого поэта Хиллела Цейтлин, который был хасидским мистиком, философом. В отличие от современных, более как бы консервативных хасидов, он цитирует Владимира Соловьева, Льва Шестого, значит, Шеллинга, гностиков, пишет про то, что Шхина – это гностическая София, то есть там очень интересно. Вот, а его сын Аарон Цейтлин был великолепным поэтом, который спасся от нацистского геноцида в Америке. У него, конечно, и гибель отца, и вот это вот все отложилось очень страшно отложилось. Он был мистиком, он был тоже гностиком. Он в конце жизни даже написал на иврите даже, кажется, не на идише, чтобы больше народа это прочитало. Значит, мистическое сочинение о том, что он в астрале, то есть вот, выходил как бы из тела и видел, что в альтернативном мире все эти местечки с погибшими, они есть. Очень интересно у него был. Человек был визионер, человек был мистик. И у него все подернуто, поэзия такой вот мистическими мистериями того, что после того, что произошло, мы не можем. Трудно распознать добро и зло, все как-то перемешалось, апокалиптические темы. Много у него арамейского, много у него каббалистического, тем не менее, вот это один из самых лучших поэтов на идише, которого читать начинающим трудно, потому что, вот название стихотворения вряд ли вы знаете, поймете. Кто попробует догадаться? Вот Мария видела когда-нибудь такое слово? Ойлам Хаба – это будущий мир. Ой, я не то прочитала. Улимта. Тут... Улимта. Улимта. Улимта – это на арамейском языке девушка. Улимта. На арамейском языке девушка – это синоним шхины, божественной женственности, которая, согласно Кабале, значит, находится в изгнании, прицеплена цепями как бы к этому миру, отягощена злом. И, как правильно сказал отец этого поэта, вот это гностическая София, которую вы можете читать много. И русские философы этой темой увлекались, тот же самый Владимир Соловьев. Такая тема очень глубинная, значит, о том, что вот божественное женское начало, оно как бы иногда и шна, оно превращается и в лилит, то есть оно как бы и метафизическая ведьма, оно и метафизическая богиня, то есть такая вот мистика. Давайте почитаем. Извините, а можно короткий вопрос? Вот арамейский язык, он сильно отличается от иврита? Просто вот для моего... Достаточно сильно. То есть, в общем, если знать закономерности, то сообразить, конечно, легче, но отличается. То есть, например, вот у лимта когнат этого слова, это слово олма. В современном иврите произношение будет алма. Это девушка, значит, которая вот в Танахе фигурирует такое слово, а по-арамейски улимта, то есть слово однокоренное. Вот, может быть, Ольга почитает.
Так, попробую. Так, шланген. Шланген. Шварце шланген. Так, ну это получается как путы, да, вот Не сказать. змеи, змеи. Змеи, так, черные змеи. Мгм. Мгм. Так, Шварц, Шварц, э, э, Эйнгансен, Эйнгансен, Шварц. Мгм. Значит, черные, ну, только черный цвет, да, что-то Совсем все вроде. черное, да, то есть, ну как бы, вот, да, черное, совсем черное. Ага, все черное. Так, Фанген, э, Фангенвилл, э, Ман, Мэн, здесь вот мы много раз уже Михен, говорили, и всем я на всякий случай повторю, что неопределенное местоимение, которое как бы некто что-то делает, как по-английски man или то есть по-английски one, а по-немецки man, на идыше оно man, а перед глаголом me или просто m. Значит, fangen, wilmen, nicht. Мгм. Так, опять Фанген. Так, Махен, Mine. Махен, Да, здесь вот это американское издание, где A и I не ага, различаются. То есть надо знать. ага, ага. Майн Хартс, а Шварц. Шварцем, А Шварц. а, А Шварц. Ну, здесь как бы у нас показатель того, что это прилагательное среднего рода, стоящее с неопределенным артиклем после существительного. Мы уже такое разбирали. То есть, например, Akinda claims. Но поскольку ага, «с» идет после «ц», это непроизносимое словосочетание, то есть произносим мы все равно просто «Шварц». Махан, Майнхарт, а Шварц. а Шварц, а Харт А тогда Харц. Нет, получается. без «ц». Там тоже А Шварц и читается, Харц. да? Харц. А Ага, Шварц, а Харц. ага. Так, так, Фанденвилл, ну, тут находиться глагол, да, Схватить, зихфинден. схватить, хотят меня схватить. Ага. Хотят меня схватить, схватить. Так, делают, ну, из-за этого мое Сделать, сердце сделать да, мое сердце, сделать мое делает мое сердце. сердце так, черным и жестким, твердым. Ага. Ага. Так, и последняя строка. Шварц, Ингансен, Шварц. Ингансен, Шварц. Шварц. Это уже было, да? Черное, все черное вокруг. Теперь Леонид пускай попробует прочитать. Мгм. Eugen, dem äh, Nevelen, Тайвелс. Тайвелс. да. Dem Teufels Eugen äh, sind, sind in ganzen sind. А. Глаза. Тайфл это что? Это Дьявол. черт? Дьявол. Да. Ну, черт или дьявол. Дьявола глаза. Чертовы дьявольские глаза, да. Дьявол. Eugen. Sind, sind,
А что такое зинд? Грехи. Грех или грехи, значит, множественное число не меняется, зинд, а зинд во множественное число тоже грехи, зинд. То есть Грехи, полностью грехи. Сплошные грехи, можно сказать. Сплошные грехи. Beugen will men mich. Beugen will men mich. Beugen. Ша. От. Бинтман. Bindet. От Бинтман. Бинтман. Тут не нужна гласная, в отличие от немецкого, то есть от Биндман, Биндман, от Биндман. От Биндман, мен бинд. Так. Бойган это согнуть? Да, значит, хотят согнуть. Хотят согнуть. Ша это типа... Ну, типа ша. Типа ша какой-то. Да. Вот сгибают. От Биндман. А что такое от? Вот. Вот. То есть, да. Это, кстати сказать, очень частотное слово. Есть распространенная фраза от азой, да, вот так. От. Это от славянского вот, да. То есть, вот, гнут меня. И последняя строчка. Sind in ganzen sind. Да, это у нас уже было. Так, теперь Мария. Крувим. Вот, значит, тут опять же нужно, как я уже много раз говорил, нужно мысленно забыть современный иврит в плане ударения, в плане произношения, поэтому Крувим. Инхейлик. Ир. Вайс. Хейлик. Вайс. Инганцен вайс. Я так понимаю, это ангелы, херувимы? Херувимы, вы, святые, да. Светящиеся. В небесной... Нет, вайс, ну как? Белые, совсем белые. Не, а я имею в виду Эли. Что такое Эли? Яркие. Яркие. В небесной... вы небес... Еще раз скажите правильный перевод. Значит, херувимы. Вы святые, яркие или сияющие. Белые, полностью белые. Вы свято сияющие. Вайс. Белые, полностью белые. Ага. Nehmt mich Arois von dem Tables Keller. Заберите меня из подвала дьявола. Von zwischen der Ситра Ахраим. Ахрас Майс. Это арамейское слово, означает другая сторона, то есть нечисть. А Майс это мыши или нет? То есть вот из подвала дьявола, там, где среди мышей нечисти. Ага, Вайс, Ингансен Вайс. Белый, полностью белый. Вот, ну и я прочитаю тут много арамейского, чтобы можете запутаться. Улимта, шапирта, рейн, Ингансен, рейн, тререн, шенксту цуфарфирте, зе от вейнех,
их вейн, рейн, рейн, гансен, рейн. Значит, девица, девица, девица прекрасная, Шапирта. У Лимта Шапирта это из книги Зоопарфраза, прекрасная девица. То есть это вот эта самая шхина, божественная женственность в изгнании. Чистая, чистая, совсем чистая. А посылаешь ты слезы заблудшим, Фарфирте. А смотри, вот я плачу, я плачу, я плачу, чистая, чистая, совсем чистая. Ольга нас слышит? Просто она куда-то слышит, да? Вот, это стихотворение, оно интересно тем, что в прошлый раз, на прошлом, позапрошлом занятии мы читали стихотворение Йони Файна, который был еврейским буддистом. Там как бы, там буддизм, махаянский японский буддизм. И он много лет прожил в Японии, там как бы, вот, все иллюзия, все нам кажется. А тут, что мы видим, тут каббалистический еврейский гностицизм. То есть в чистом виде гностическая поэма, гностическое стихотворение, поэма у него тоже есть. На идише. Так что вот кому интересно прочитать про гностиков, про Софию, про парадокс Софии падшей, Софии горней, значит, о том, что божественность, женственность, женственная сторона Бога, она как бы, она падает, она мучается, она превращается в Лилит, на самом деле это все едино, она хочет вырваться из лап, значит, дьявола и плачет, и мистик плачет вслед за ней, пытается ее вырвать из этих когтей, значит, вот такая тема, то есть вот, как казалось бы, наверное, кому-то покажется необычной, и Аарон Цейтлин интересен тем, что я очень люблю этого поэта, и тоже люблю в свои стихи вставлять арамейские всякие вот каббалистические фразы, у него они в изобилии. То есть для того, чтобы в совершенстве читать некоторые тексты на идише, особенно религиозного плана или таких вот поэтов, ну, в общем, нужно немножко, по крайней мере, какой-то арамейский лексикон тоже нужен. Вот. Ну и если кто-то хочет попробовать свои силы перевести это стихотворение, оно достаточно простое, тут очень много повторов мы видим, то вот такое домашнее задание, если хотите. Вот, значит, Элимта это можно перевести как дева, девица, в общем, это мистическое такое дело. Вот. Скажите, а вот это слово шапирта, это тоже арамейское? Да, Арамейское? да, арамейское слово шапирта, значит, фамилия Шапира отношения не имеет. Шапира это от немецкого города Шпайра, одна из старейших ашкеназских фамилий. По-арамейски, да, значит, шапирта это женского рода, красивая. Улинта шапирта. Значит, множественное число будет писаться также, в принципе, читаться с ашкеназским произношением улимоса шапироза. Вот, ну и насчет Арона Цейтлина можете тоже почитать. В общем, его, как и Йони Файн, которого мы 2 недели читали назад, который был буддийским, медитировал. Вот, Арон Цейтлин, он ходил на спиритические сеансы, значит, медиумом, то есть был такой человек вот, эзотерический, но и стихи у него соответственно. Очень интересно. Очень интересные, и на русский его очень мало переводили. У него есть стихотворение «Трамваи», которое я перевел, потом вам пошлю. Очень, кстати сказать, вот как пересекается почему-то с «Мастером и Маргаритой». Трамваи у него там в Варшаве это какие-то сатанинские существа. Так что, в общем, еврейская литература, помимо того, что очень богатая, и нам на всю жизнь всегда хватит чего интересного прочитать, и такие стили, такие жанры, которых, в общем-то, в русском языке
вы вряд ли найдете. То есть вот что похоже на Рона Цейтлина. Есть пара стихов Льва Корцавина про Софию. Примерно что-то похожее, но больше вот я ничего такого не вспоминаю. Вот Ольга, что может, что-то подскажет? По-английски есть, конечно. По-английски есть Надо какое-то время побыть с этим автором, чтобы аналогии увидеть. Да, но, в общем, с аналогиями сложно. То есть вот, по-английски готическая, конечно, готическая поэзия XIX века, там есть параллели, если подумать. То есть вот английская готическая традиция, она близко в чем-то, но не настолько насыщена кабалой. Видишь, это такой Ну, тройной, в общем, тройной язык, в котором могут встречаться, особенно в высокой литературе, всякие разные и слова, и выражения из древнееврейского классического и из арамейского, которых в словарях, но просто вы не найдете, потому что все невозможно туда включить. Пришлось бы, в общем, весь арамейский фактически. но видите, они в конечную букву, ну, в арамейском варианте алиф поменяли на айн. А это, видимо, просто типа как бы квазисоветское написание, Шраги. Не, это издание «Варшава», 1912 год, издательство «Фамилиен библиотек». И написано Шраги все-таки через айн. Что-что? Но Шраги написано через айн. Написали, Да, да. или это опечатка, или фонетически решили написать. Нет, пишется оно через айн. Пишется оно... Ну, вы подумайте и помогите мне, потому что я написала, что это свеча. А если это не свеча, короче, подумайте мне, чтобы я, если что, исправила. Первое, не зная контекста, что мне в голову приходит, это человек с каким именем. Это им распространено. Ага, хорошо, ладно. И, кстати сказать, Хорошо. Много раз на наших занятиях упоминал, в отличие от всех прочих там еврейских языков и диалектов, скажем, горского еврейского, джури, бухарского, еврейских диалектов арабского, ладина, который сами носители обычно называют джудео-спаньоль или джудео. Такого количества, вот такой насыщенности именно арамейской лексикой нигде больше нет. Это уникальное явление, которое, в общем... Но объяснение Довида Каца, с которым я согласен, Довид Кац — это очень известный лингвист, объяснение такое, что в IX, X, XI веке из территории нынешнего Ирака, может быть, частично Сирии, была достаточно крупная иммиграция талмудистов, для которых это был родной язык, в украинские земли, потом куда-то в Баварию, там, в Регенсбург. И они просто были носителями живого арамейского, и привнесли, в общем, этот язык, он стал субстратом, одним из субстратов выдержи, вот например. То есть не просто за счет изучения кем-то Талмуда, и того, что приезжали там и купцы, и знатоки, которые на этом языке говорили. Это был для них родной язык. Примеры есть. Мы находим, в общем, в хронологиях, в легендах о известных ранних ашкеназских раввинах в связи действительно с этими людьми, которые приехали откуда-то там из современного Курдистана, с территории примерно, где Ясно. говорили по-арамейски. Так что вот много. То есть, например, слово «дав» всем известно, оно арамейское. Даже афила, вот слово «даже» афила, хотя оно вошло и в современный иврит, оно арамейского происхождения. Очень много. Более того, суффикс женского рода на «т»
То есть, например, шатхан, да, вот шатхан тот, кто занимается сватовством, а женщина, которая занимается сватовством, шатхан-те, свати. Суффикс этот арамейского происхождения, не какого-нибудь другого. Хотя пишется фонетически. Тес-айн. Вот, и слов таких много, то есть там хазан, хазан-те, допустим, хазаних, если жена хазана или в современном мире канторша и так далее. То есть, вот, ну, конечно. Ну, конечно, у Аарона Цейтлина забрали очень много. Я привел одно из самых простых стихотворений, у него есть такие, где там через слово